бывали в параллельном мире? Нет? Значит, обзор сегодня будет вам в цвет. И гордитесь, кстати, да-да, гордитесь. Первым в мире фильм увидит российский зритель. Одна планета существует параллельно другой. Я полфильма сидел с повернутой головой. Внизу картинка, на дне еще одна. Куда смотреть? Мои глаза. Ну ладно, признаю, идея что надо. Решение смелое и заслужило награды. Свежо все это, да и приятно осознать, что в наше время еще могут удивлять. Как обычно, мажоры живут в верхнем мире, а простые смертные обитают под ними. Ну и в этом сюжете без любви никуда. Наш герой снизу, а героиня дочь богача. Им общаться нельзя, такие правила, увы. Но влюбиться в друг друга успели по уши. Еще в детстве эта история началась. Хочешь знать, что потом? Вперед на киносеанс. Кстати, есть крутые пчелы, у них розовый мед. Сходи и посмотри, что он все же дает. Есть еще кадры из фильма «Человек-паук». Но все поменялось, теперь мужик тянется до губ. Создатели в графику ушли, а о героях забыли. С первым справились, со вторым промах словили. Слишком скомканный сюжет не дает понять, куда кто прыгает и кого надо целовать. Прорисовка шикарна, мир выглядит отлично. Актеры профи, правда не раскрыта одна личность. Нет, конечно, перестрелок, боев, крутой погони, но это для тех, кто любит сказки и фильмы без крови. Я ставлю в этот раз 7 из 10. Под такую картинку могли сценарий лучше найти. Ну и банальный хэппи-энд уже не айс. Это рэп-кинообзор только для вас.